У меня есть в фильме Ляшова, я могу сказать это, когда пишет сын матери и говорит: мама, у меня постоянно мерзнут ноги. А так все хорошо, воюем, бьем врага и тому подобное. И вот я представляю, как они иногда по полсу так сутками лежали на сыром снегу, потому что нельзя было оставлять свою линию. И как они погибали, что там было в этой заварухе 41-42 год. И когда мне говорят: ну вот почему такие парады? Зачем это столько денег мы кладем, да? Когда можно было бы старикам отдать или там в больнице. А вы вот какие помпезные праздники делаете. Так я возмущаюсь всегда, говорю: нет. Нет, потому что они, те, которые погибали, те за Родину, они должны вместе с нами, которые, в принципе, мы же молодые были, еще не знали, должны с нами вместе встречать этот праздник. Потому что они его сделали, не только там последние годы, когда наступление началось. Они ведь тоже участвовали, тоже думали о победе, тоже хотели домой. И я всегда говорю: нет, ни один пожилой, который пережил войну, не согласится на это, только вместе. Я могу еще самое интересное сказать о маме, то, что она ждала своего Маркела очень сильно. Она всем отказала. У него такой характер легкий, и она шутки любила. Мы с ней очень много хохотали всегда, когда вместе собирались. Вот. И к ней шли мужчины, которые говорили, вот, мало ли по какой причине, то приезжали некоторые с фронта, то еще по какой причине приходили. И она: нет, Маркел, все, я дала ему слово. Я это в сценарии своем, когда хотела говорить о войне, еще у меня есть сценарий, деньги, я не смогла найти деньги, чтобы поставить. У меня все это описано. И эти женщины, которые ждали по-настоящему. Прошло, наверное, лет 20, ей было уже под 70, а ей все равно ходили свататься. Почему-то к ней вот, ее уважали. Я говорю: мама, почему ты с кем-нибудь не сойдешься? Тебе же легче будет и веселее все-таки. Я уже не живу здесь. И знаете, что мама отвечала мне? Она говорила: нет, я недавно по радио слышала, как из Африки бежал один солдат, бывший, и прибежал к себе на свои места родные. А я что скажу? Я не дождалась? Нет, я буду ждать. Все бывает в жизни. И вот таких женщин было немало. Верных, трудолюбивых, которые все перенесли на своих плечах.